Что мы наблюдаем в подъезде на первом этаже? Вот вход в библиотеку. Здесь, как мы видим, у нас непонятное где-то нагромождение осколков кирпича, бетона. Что здесь было, непонятно. Вот. Дом, данный на 50 лет Победы 23, недаром именуется Кошкин дом, поскольку все-таки котята здесь, как обычно, присутствуют. Вот какие-то квитанции, коробка, ну, видимо, в этой коробке котята и были. Это последний из них, что ли. Так, настил, свежий видно, закрывает здесь, перекрывает какие-то стояки досками. Ну, конечно, это все выглядит как-то сумбурно. Вон котенок под ногами ходит. А вот та самая кладовка, которую мы, по-моему, в первом нашей статье как раз таки и освещает. Ну-ка, сейчас осветить надо фонариком. В тот раз здесь был ужас и кошмар. А этот раз, ну, вроде чище, скажем так, чем было в предыдущей нашей статье. Вот какие-то книжки старые валяются. Ну, запах, конечно, вот как заходишь в подъезд, реально вот запах в нос прямо ударяет. Кошатина. Так, продолжаем разглядывать стояки. Ну, как видим, вот трубы пластиковые, изгибаются, как лианы. Какие-то непонятные в местах, почему-то они вроде обмотаны утеплителем, а почему в остальных нет. В чем логика, скажем так, такой теплоизоляции непонятно. Здесь вообще какое-то сплетение труб образовалось. Вот выгибается труба, вот наблюдайте, смотрите, вот от стены, вот как она отходит, вот. Дугой вот она вот идет. Вот тут как-то вот творчество сантехников. Здесь тоже вот труба тоже дугой выделяется. То есть как-то вот, видимо, это какой-то такой подход специальный творческий. То есть не просто ее проложить, а еще и чтобы она как-то извивалась. Видимо, может, в этом какая-то художественная задача стояла, может быть, перед сантехниками. Тоже здесь ошметок утепления, ну, видимо, в стене изолирует. Вот котенок уже впереди, как всегда, бегает. Вот еще очередная. Тут вообще одна труба, ладно, с переходником угловым, а здесь вот все загнули трубу дугой, как говорится, и все, и успокоились. То есть, видимо, это какое-то такое инновационное техническое решение. То есть это вот весь такой первый этаж, весь в каких-то ошметках утеплителя и изгибающихся труб. Ну, как-то вот прямо вот стимпанк, скажем так. Видимо, по запросам жителей или что, или на художественное усмотрение тех, кто делал эти трубы. Вот так вот. Вот такой у нас первый этаж. Здесь у нас что? Расплетение проводов. Видно, что протекает здесь что-то мощно. Потолки просто изъедены. Угу. Вот здесь по швам прямо. И прямо вот в месте, где проводка идет, видно, что ежегодно здесь протекает вода. Видимо, талая с крыши. По утверждениям жильцов, снег здесь не убирает, кровля мягкая, поэтому почему-то ее нельзя с нее счищать. Так. Здесь потолок тоже весь водой разрушен. Здесь тоже видим. Вот все вот так. 5-й этаж. Идем по 5-му этажу. А вот унитаз у нас тут жильцы вытащили. Вот кусок бетона. Ну, видно, что уборку стараются делать самостоятельно, видимо. Вот вы сюда подойдите, где я стою, с этого ракурса. Так, вижу. Провода. Снимайте. Не провода, вот видите свет? Ну, дырка какая-то. Вот да, дыра-то. Так.
Это дыра, как говорится, черная дыра. Да? Да. Что там такого мистического? А там все засасывает в эту дыру. Все тепло. Туда Все уходит? тепло, да, которое подается в этот дом, Угу. оно все уходит через эту дыру. Угу. То есть, получается, сколько дом не топи, все будет уходить все через туда эту дырку. пошло. Да. А вы обращались в управляющий или... А кто не обращался? Везде обращались. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот ваш сосед говорит, что у вас здесь из-за того, что дыру не закрывает, все тепло туда уходит. Да. У вас на этаже как? холодно. Это так. А сейчас даже на 5-м, видите, холодно. Раньше вообще тут была жара. А сейчас холодно. Почему? Потому что сейчас второй АГРЭС построен. Угу. И у них идет конкуренция. Кто меньше будет платить за газ, Угу. кто больше сворует. Вы понимаете? Угу. С нас. Угу. И поэтому они перекрыли эти все краны на горячую воду. Кто больше поджал, тот больше получит. Соревнование у них идет. То есть ваш дом больше хуже получит. топить стали? Меньше топить стали. Да, ну то, что насчет того, что он говорит соревнования, это надо доказать еще, а то, что топить стали меньше, это так. И вот дырочка там у нас открытая, туда вытягивает. Это так. То есть у вас в квартире холодно, на 5-м этаже? Да, у нас прохладно, холодно. У нас тяга есть. То есть у нас пластиковые окна, в прошлом году было тепло. Угу. Было здесь закрыто. А сейчас открыто, у нас идет тяга, и поэтому вытягивает. Прям по полу идет ветер. То есть самая проблема у нас первый этаж холодный, канализация перемерзает, и вонища страшная. Из квартиры прям запах ужасный, спишь ночью, я уже Да, ночью какой-то запах идет, но это вторично. Ну кому как. Из канализации идет запах, да? Запах, Или- вот из Непонятно. раковины, из унитаза прям запах идет. Непонятно, откуда она идет и кто специально это сделал. Ну, ночью, короче, это запах такой, каких-то химикалий. В беседе с жильцами выясняется, что позитивного не очень-то и много. На крышу требуют 800 тысяч. Денег таких нет в управляющей компании. Значит, говорится, вы держитесь, как у нас творится. Денег нет, но вы держитесь. Значит, в прошлом году прежнее руководство «Арсенала Плюс» сделало здесь небольшой ремонт. Была замена полов там вдоль по коридору, потому что до этого просто зияли дыры страшные, да? Это был Алексей Викторович. Но так как здесь постоянно происходят аварии труб, да, пол постоянно поднимается, и после вскрытия доски, естественно, уже больше не ложатся так, как им положено, да, и пол постоянно ходит ходуном. Ну вот вы видите, мы здесь прикрыли линолеумом, чтобы для безопасности. Но вот по поводу вот этого места я, честно говоря, обращалась не единожды, да, потому что вход в библиотеку – это то, что прежде всего видит читатель, когда заходит в подъезд, а он ужасен. То есть мы, получается, наших благополучателей, ну, не уважаем. Да, я так считаю. Лестница, тоже вы видели, скользкая, ужасная. Пожилому человеку очень трудно подняться. Но вот я надеюсь, что по благоустройству среды, может быть, что-то сделают, да, и какие-то наклейки противоскользящие установят нам. Вот. Вывески две в прошлом году нам сделал наш промышленный округ, да. Новая вывеска при входе и вот здесь тоже. Но тоже страшно, очень частенько здесь пьяные люди, да, и разрисовывают, но благо это легко удалялось, да, потому что пишут нелестные слова. А сколько раз обращались вот в управляющую компанию, ну и в другие инстанции, чтобы... Ну вот в управляющей компании вот по поводу вот этих завалов я обращалась очень много раз. Мы писали в OneClick, я отправляла фотографии, но мне делали отписки, что на 2020 год ваш дом стоит как бы на ремонте, да, ну вот и ждите. Вот. И поэтому я уже обращалась к Арсеналу, и они действительно вот здесь замену, потому что дверь эту установили мы только в декабре 2016 года, а читателям приходилось вот идти по тому темному коридору, там все время было темно, и тоже установили лампы. Вчера нам буквально сделали здесь хорошо освещение, светло стало, да? То есть вот вместо этих досок были просто дыры. И, да, и вот люди вот ходили вот по узенькому вот этому, да. А там, где вот сейчас вы видите вот те доски, там вообще просто зияла дыра. И мы наших пожилых людей вот буквально перетаскивали, да, подавали руки, чтобы они могли перешагнуть, потому что... Когда все эти вот мостики появились? Ну, эти мостики появились, так, ну, где-то в начале весны.
мне кажется. Прошлого года, да? Прошлого года. То есть с 2015 года, ну, довольно длительное Но в время. 2015 году я здесь не работала, да, я работаю с конца, ну, с декабря 2015 года, да. Вот. Ну, естественно, очень много мне приходилось разговаривать с руководством, упрашивать, но в конце концов сделали. А животных здесь часто подбрасывают? Животных пробрасывают практически еженедельно. Приносят коробки с щенками, коробки с кошечками. Вот сейчас 2 дня кошка кричит. Тоже ее подбросили. А ставили вопрос о том, чтобы, скажем, предоставили новое какое-то помещение другое в библиотеке? Давайте зайдем. Ну вот недавно мы буквально с руководством нашего промышленного округа встречались, да, и говорили как раз на эту тему. Ирина Крупнова говорила, что хорошо бы промышленный округ перенести куда-то ближе к центру, ну вот к центру нашего промышленного округа, чтобы всему населению было удобно добираться. А нам бы очень хорошо было занять вот то место, где сейчас наш округ. Мы не хотим как новое здание и так далее. Да, нам бы вот просто поближе к школе, потому что когда здесь рядом была 13-я школа, здесь буквально были потоки детей. А сейчас, конечно, детям, ну и холодно, и достаточно, у детей мало времени, да, и вот хорошо бы, если был небольшой центр, потому что у нас здесь через дорогу «Ласточка» есть, да, танцевальная студия, рядом художественная студия. И если бы мы вот объединились в одном здании, и детям, и родителям было бы гораздо и спокойнее, да, и можно было еще какие-то кружки открыть дополнительные, потому что у нас при библиотеке есть театральная студия. Но хорошо, что у нас есть вот через 2 квартиры небольшая гостиная, где наши дети могут заниматься. Мы показываем спектакли, мы приглашаем детей, ветеранов. Мы со спектаклями ездим и вот в реабилитационный центр для инвалидов, да, и вот в детскую городскую больницу номер 1, где дети тоже находятся на длительном лечении. То есть мы стараемся работать с населением. Но вот все, что вы здесь видите, ну, из современной мебели, да, это исключительно за счет спонсоров. То есть я обращаюсь в различные организации. Вот этот ремонт здесь был 2 года назад. Просто страшно было зайти. Руслан Ауфатович, директор Якутской ГРЭС, я к нему обратилась, и он сделал нам ремонт, предоставил бригаду. И вот все вот это вот свеженькое и красивое, это за счет Якутской ГРЭС, да. Жалюзи тоже за счет спонсоров, освещение. И вот буквально сейчас у нас 10-летие детства объявил президент, да, и как раз очень удачно Якутскэнерго нам выделил детскую мебель, вот этот вот столик, да, для компьютерный, вот эти вот пуфы яблоко и лестницу-полку тоже благодаря спонсорам. А вот как этот бардак влияет на посещаемость библиотеки в подъезде? Ну, естественно, да, идет отток. Родители боятся отпускать детей, потому что дом не совсем благополучный. На 1-м этаже практически все квартиры снимаются, сдаются, вернее, да. Вот. Родителям неспокойно за детей. Вот. Пожилым людям, естественно, неудобно подниматься. Тут даже здоровый-то человек с трудом, да, вот по этой лестнице с разной высотой ступенек поднимется, не говоря уже о пожилом человеке. Вот. И родители говорят, что у вас, конечно, тут запахи в подъезде, но когда заходишь к вам, вот как будто, ну так, некоторые сравнивают, из ада в рай попали, потому что у вас здесь светло, тепло, очень красиво, да. Очень много смотрят работ различных, которые мы делаем, интересные выставки. Ну, то есть вот библиотеку люди хотят ходить, но многие родители, сами понимаете, люди работают в основном, да, и рабочий день продолжительный, не каждый родитель может привести своего ребенка в библиотеку. Ну вот мы работаем в субботу-воскресенье, вот это, конечно, спасает. А сколько вообще записано людей в библиотеку? 2250 ежегодно, ну, у нас по плану, ну, гораздо больше, да. Мы посещаем промышленный техникум, и в 13-ю школу, конечно, ходим, да, приводим детей, студентов. Ну, в общем, стараемся работать и с населением, и с пожилыми, и с инвалидами. Вот, у нас есть и надомное обслуживание, то есть люди, которые не могут посетить нашу библиотеку по различным причинам, мы приносим им книги домой. Вот, ну. А вот в руководстве вот над городскими библиотеками, там говорят, может быть, о каких-то выделениях сумм на вот обустройство и прочее, там, или это как бы не касается уже? Ну, знаете, сейчас общепринятая фраза, что в стране кризис, поэтому как бы... Сложно, да? Все сложно, да. Спасибо вам. Пожалуйста.